Особые слова благодарности хочется сказать модератору данного выставочного уникального проекта. Это председатель Чувашского регионального отделения Императорское православное палестинское общество, академик Международной академии Европа-Азия и Международной академии культуры и искусства Басам Фатхи Аль-Балауи. Вам слово, уважаемый Басам. Добрый день, дорогие друзья. Какая Россия великая, какая огромная, какая большая, какая у нее сердце. Ведь Россия занимает 1/8 часть земного шара. Имеет 12 морей, 2,5 миллиона рек, 2,5 миллиона озер, 8,1 миллионов квадратных километров лес, сотни, тысячи городов и деревень, 62% мировых ресурсов над землей и внутри земли. Поэтому она и многострадальная, поэтому постоянно хотят ее отвоевать, хотят завладеть ее ресурсы, ее богатство, хотят заставить ее народ подчиняться. Изучив историю многострадальной России, сколько миллионов людей отдали жизни за свободу России. Это ведь свободолюбивый народ. Мы, палестинцы, учимся у великих народов России. Как бороться, как освобождать свою родину. Это процесс непростой, это очень тяжелый процесс. Палестинцы ни в чем не провинились, что у них отняли родину. Вот здесь я хочу взять одну картину. Эта картина изображает историю палестинского народа и его страданий. Сверху, как вы видите, баржа, или как она называется, ведет людей иммигранты. Это в 40-х годах. И там написано на английском, что немцы нас убивали, уничтожали, разрушили наших домов, убивали наших людей. Мы верим, что вы, палестинцы, не откажетесь нас принимать. Вы примите, пожалуйста, нас. Мы приехали к вам. И вот палестинцы приняли их. И за что заплатили палестинцы? Остались без родины. Они потом начали сами убивать палестинский народ, уничтожать его, и придумали историю, которая не существует нигде. Только в их больные мозги, что это исторически их родина, что Бог им обещал. Какой Бог? Где нашли такого Бога, который им обещает? Или как Бог обещал Байдену, может быть, Россию победить или уничтожать? Это просто больные мозги, неблагодарные, которые построили свое счастье на несчастье другого народа. 76 лет прошло, и палестинский народ заплатил за свою доброту, за то, что он принял этих иммигрантов у себя на родину. В результате 13 миллионов палестинцев в изгнании находятся, беженцы, 7 миллионов 200 тысяч у себя на родину беженцы, больше половины народа уничтожен. И сегодня в секторе Газа, сектор Газа я сейчас вам покажу, держите, пожалуйста, девушки. Вот эта картина. Вот Палестина зеленая, когда начали иммигранты приезжать. Вот в этих белых точках мы их приютили. И посмотрите, что они с нами сделали, что оставили от нашей родины. Все, как раковая опухоль, все. И мало все. И напали на Египет, забрали часть земли. И напали на Иорданию, забрали часть земли. И напали на Ливан без конца. И напали на Сирию. И каждый день бомбят Сирию. И здесь посмотрите, сектор Газа. Вот сектор Газа.
Сектор Газа раньше был 1/3 территории Палестины. Они загнали туда. Сектор Газа меньше, чем Чуваши, знаете во сколько раз? В 50 раз. И они загнали туда 2,5 миллиона палестинских беженцев, отобрав их домов, их жилье и загнали туда. А там что? Как они? Вот представьте, в Чуваши будут жить 125 или 150 миллионов жителей. Как их покормят? Откуда? Как они будут жить? Как они будут двигаться? И как консервная банка загнали палестинский народ, и как только палестинские беженцы там бастуют, требуют возвращения домой, террористы! Как террористы? Так вы все, которые здесь находитесь сегодня, после этого мероприятия вернетесь домой. А куда еще? Получается, вы занимаетесь терроризмом, что ли, если домой идете? Это расчавшенные мозги, это мозги империалистические, которые ничего не понимают, кроме просто захватить, урвать, отнять. Где есть война в мире, ищите руки Америки. Что такое Израиль? Это всего лишь военные подразделения Соединенных Штатов Америки. Ни больше, ни меньше. Они превратили Украину тоже в военное подразделение. Тайвань для них тоже, как Израиль для Китая. Украина, как Израиль для России. И вот они через этого управляют мир. Израиль практически обеспечивает Америка и Запад все арабские ресурсы. Что делает Америка? Америка печатает деньги, на них покупает арабский нефть, а потом эти нефть еще предлагает арабским странам, которые продавали свой нефть в других стран, покупать их оружие. То есть практически это фальшивость. Фальшивость просто грабит имущество других народов. Поэтому вся трагическая судьба палестинского народа лежит на плече Соединенных Штатов Америки. И любая война в мире происходит, ищите руки сионистов, которые управляют Америкой. Вот даже Украина. Это кто провоцировал все это? Откуда это все? Это очень просто, легко понять. Вот этот художник, который написал эти картины, еще одна картина, палестинский народ оценил очень высоко. И в 23 году он стал личность года в Палестине. И в этом году он получил золотую медаль, 14 по счету во всей России и мире, великого иконописца Николая Ивановича Крылова. Это замечательный художник, юбиляр, который сегодня у него и персональная выставка в честь 55 лет, член Императорского православного палестинского общества, руководитель нашего отделения, руководитель отделения Комитета по культуре Общества дружбы и сотрудничества народной Чувашии и Палестины в Башкортостане, руководитель делегации, который сегодня здесь присутствует, и автор этого проекта «Палестина глазами художников Республики Башкортостан» Альберт Фагимович Хабибулин. Я прошу вас подняться, чтобы вас увидели. Он приехал к нам сюда со своей очаровательной супругой Лира, которая никогда еще не была в Чувашии. Она чувашка, она первый раз в жизни посетила Чувашскую республику. И столько у нее любовь к земле Чувашии и все, что здесь двигается. Хочу сказать вам, дорогие друзья, что палестинский народ за всю свою историю никогда ни на кого не нападал, все время освобождает свою родину от оккупантов. Палестина – это ворота в небо, Палестина – это ворота к Богу, Палестина – это родина Иисуса Христа, мать его чистокровная палестинка из города Назарет. Иисус Христос подарил миру мир.
Он не использовал ни танки, ни самолеты, ни спецслужбы, ни армия, ни оружие, ни ракеты, чтобы распространить добро. Это было слово. Он использовал слово, и уже более 2000 лет. Не только жители России, а большинство жителей земли верит в Иисуса Христа. Будем мы, палестинцы, сражаться до конца, чтобы жить свободой. Мы не можем в 21 веке остаться рабами. В секторе Газа сейчас убито по официальным данным и ранены, по официальным 160 тысяч, но те, которые еще не подняли из-под домов своих, будет в 5-6 раз больше. Отключили от палестинцев воду питьевую уже 10-й месяц. Запрещают продукты, никаких продуктов, ни электроэнергия, ни бензин, ничего. Все больницы уничтожены, все школы уничтожены. В Палестине все театры уничтожены, все музеи уничтожены, все здания уничтожены, все дома. Ничего не осталось в Палестине для того, чтобы палестинский народ мог жить. За что? За то, что он хочет просто вернуться к себе домой и просто жить в мире. А это что, преступление жить у себя на родине? Это что, теперь преступление? Дорогие друзья, я безмерно благодарен вас всех за то, что вы сегодня здесь вместе с нами. Благодарю дорогого митрополита Сергия, митрополит Алтайский, Барнаул-Алтайский край, который отправил сегодня наш дорогой отец Анатолий здесь для того, чтобы принимал участие. Пожалуйста, отец Анатолий, покажитесь. Да, что принимал участие на открытии этой выставки. Эта выставка теперь она как совместная императорское православное палестинское общество, отделение Алтайское и Чувашское. Благодарю также моего большого друга Вячеслав Александрович Тимофеев. Этот уникальный человек, спортсмен, президент семейный, карате. Еще когда-то, я помню, я его знаю больше 30 лет, он еще был кандидат в президенты Чувашской республики. У нас здесь собрались самые добрые люди, самые верные друзья, самые преданные, самые прекрасные. Я им всем очень благодарен. И прежде чем, как я сейчас сяду, сейчас я вам дам одну секунду. Наших дорогих Альберт Фадимович и Ира 22 года свадьба. И они работают ее на чувашской земле, и мы со своей супругой им дарим, пожалуйста, сюда подойдите. И Лира, покажитесь, пожалуйста, здесь. И Альберт Фадимович. Вдвоем. Чебоксарский, апостольный видео.